kamar yani. Anne kamar ya bak sen Здесь капкан. Ben ne büyük geldi. Ben etiye anla. Вот беда. Здесь один. Одна наступила. Ну, в тот раз снимал, короче. Там взял. Вот сюда второй блок здесь наступил. Ну, сами видно. Сильно близко к этому не подходили. Ну, это, чугну, ну так, проверяет уже другой стаи добычи. Вдвоем подошли. И вот вторая вон там наступила. И там где-то метров 20, наверное, 15-20. Капкан слез слабый. Так я пошел дальше смотреть свои петли. Туда уже я не иду, потому что лишний запах привлекать тоже неправильно. Вот, бился кто-то здесь. Сейчас еще немножко. Это мы едем по ручью Угу до реки Амги. Верхняя Амга. Еще где-то километров 10 нам ехать придется. Доехали до реки Амги. До реки Амги доехали. Камера вся в снегу. Ну что, сейчас прогреем. Замерзла, видать. Всем доброе утро, мы проснулись, уже позавтракали. Кровати большие такие. Тут много детей бывает, вообще много людей бывает здесь. Печка хорошая, теплая. Вот она база, вот она избушка, где мы спали. Там еще новый дом строится. Это дровник. Все как у людей. Там палатка. Это, по-моему, летняя кухня. Хуже, да? Это гараж. Это баня. Ну, в общем, база большая, красивая. И все это на берегу реки Амга. Тут вообще красота необычайная. Очень красиво здесь. Это зимний пейзаж реки Амги получается. Смотрите, какие там горы. Скалы еще есть. Хорошо переночевали. Сейчас порыбачим чуть. Доброе утро. Доброе. День будет хороший, да? Хороший. Да будет этот день. Ну, спрашивают, как, в смысле, типа, как ты до такой жизни дошел, типа, да?
Ну, не знаю, вот это, как школу закончил, это в 83-м году поступил в этот, ну, ЯГУ, сейчас УФУ, биолого-географический факультет, группа Б, ГФУ 83А. Ну, иногда это, с ними, с однокурсниками встречаюсь, да, общаемся с некоторыми, они даже работают, кто в институте биологии работает, кто это, ну, жизнь разбросала. Там большинство девчат были, у нас парней-то мало было. Так, в Якутске иногда встречаюсь с ними. Хорошие ребята. А потом что-то это самое. Вместе с первыми утками бросил учебу. И с первым крякашом сидел дома, короче, да. А так получилось, короче. Ну, как-то по дому заскучал. Или это, короче, бросил эту учебу. Туда пришел. Домой прихожу. Ну, в советское времена там батя в 11 часов вечера домой приехал. С утра, ну, 9 еще не было. Батя меня будет, говорит, и говорит, ну, не хочешь учиться, иди работай. Он с утра, оказывается, в контору сходил. В контору совхоза сходил, короче, и там мне работу нашел дояркой. 23 коровы у меня было. Там как раз доярка заболела, и замена нужна была. И вот с этими 23 коровами я до мая месяца. Это чуть ли не трудовая биография получается, да? Вот с этими коровами. И доил, и чистил там. Короче, в ферме работал в Хатоне. Потом как-то бригадир такой спрашивает меня. Вот пастухи, короче, ну, это молодняк, короче, крупнорогатого скота, это в Усалданском районе было. Там, короче, они на лето, короче, их пасут, да, и третий человек им нужен был, ну, чтоб парень был молодой там, лошадям, ну, верхом ездить приученный, поэтому, ну, пастух, короче. И он мне говорит, этот бригадир, хочешь, говорит, туда? Да, хочу, говорю, наверное. А он говорит, давай, говорит, сколько, неделю, короче, с этого Хатона навоз не вытаскивали. Вытащи, говорит, этот навоз весь. И свободен, говорит, я тебе лошадь дам, седло дам, говорит, и поедешь на лето пастухом. Хорошо, говорю. Там быка запряг, там как самосвал, бочка там 200-ка приваренная была, сверху крышка, сзади открываться, и давай-то. За 3 дня все вытащил, короче, это 2-недельную, что ли, блин. Там все было затоплено почти. И уже все, всадник. Короче, все лето. Ну, хорошее лето было. Там этот Саламат Уйбан был, старший у нас, Пестряков Проня, и я. Втроем мы там все лето и жили в лесу. Ну, там домик у нас был, и за этими. Ну, молодняк-то этого крупнорогатого скота, они же разбегаются постоянно, мы их там стадами, короче, сбиваем, саласов на другой лаз перегоняем, не дай бог, чтоб сенокос там зашли и прочее. Вот там городьбу эту ремонтирую. Ну, все лето с ними проработал. А потом осенью, пока я у них работал, оказывается, меня это вот табунщики приметили. Ну, это в совхозе у нас табунщики. Крутые ребята. Самые крутые, короче, совхозные рабочие, да. И это, вот они приметили, себе зазвали. Значит, давай, говорит, у нас Кокирянды. И следующий, самое, зимой, короче, Нюкань, есть такое место, Нюкань, местность такая. Там у нас 10 табунов было. Где-то по 10, побольше, около 10, больше 10, так вот, голов. 200 с лишним лошадей. Мы их всю зиму кормили, с кобылами с этими разбирались. Ну, там, харета там один только, ну, вот рожать собираются они, мы их отдельно от этого, там, с этими, как его, жеребцами дрались, там, отбивали кобылу-то отдать, их загоним, загон, короче, там целое представление, короче, работали. Там, ну, со стариком вместе вдвоем там.
жили. И вот, и там, короче, вот радио было. На первую зарплату, короче. Вот как сейчас помню, 134 рубля стоило. Океан был такой. Ну, здоровый такой, но очень хорошо ловил. Весь мир, короче, там ловил. А радио что-то крутил, сидел. И эти, ну, не знаю, там, вот Амурскую область поймал радио или Хабаровского края. Вот радио поймал. И слышу. И слышу. Для студентов-охотоведов Иркутского сельскохозяйственного института, проходящих практику в лесах Дальнего Востока и Восточной Сибири, посвящается. И я не помню, какую-то очень хорошую песню дали. Я такой сижу, такой, затылок почесал, оказывается, есть такая учеба, ну это, вот на охотовед. Ну, уже с малолетства, короче, как батя таскал, это, ну, на охоте было это, как его, ну, фанатик, можно сказать, короче, охоты, да. И он, вот видишь, с высшего учебного заведения да, в конце апреля вместе с первыми утками уже дома сидел. Надо же до такого быть. Это самое. Заскучал, бросил город и убежал. И это вот услышал вот это вот, что, мол, такое учебное заведение есть. И начал потихоньку справки наводить. И тут как раз Семен Иванович, Протопопов Семен Иванович, он в этом Иркутском сельскохозяйственном институте учился, закончил за зоотехника, короче. И вот как раз он к нам, Безбушка приехал, зоотехник совхоза по лошадям-то. И он приехал к нам на лошади и зашел. Ну, что-то разговорились, где учился, 5-10, Иркутское. Ой, говорю, в Иркутске есть такая учеба, что ли, говорю, на охотовед. Да, говорит, есть такая охота. Есть такое на это. Факультет есть такой, говорит. Ни хрена себе, думаю. И на следующее лето, короче, это в 85-м году я документы собрал, попрощался с лошадью, с лошадьми попрощался, с этими попрощался и пошел. Дорог-то не было там. На центральную усадьбу. Это совхоз тогда Сардана была. Сардана. Сырдах, поселок Сырдах там. Документы там. Характеристика, 5-10, это направление. Взял, короче, в Якутск. А у них как раз выездная вот комиссия в Якутске работала. Ну и в 85-м году. Ну, меня ты видишь. Вот университет. Один курс университета за спиной же, считай. Подготовленный был это хорошо по профильным предметам. Все на отлично стал, поступил. Сколько? На 17 парней тогда поступила с Якутии в 85-м году. Однокурсники мои там. Николай Додохов, Барашков, Григорий. У нас много, короче, охотоведов, ну, которые по специальности сейчас работают. Этот Бадыгеев Денис Кама, Сашка Егоров. Ну, нас много по всей Якутии. До сих пор общаемся там, созваниваемся, разговариваем, встретимся. Обязательно. Так вот. И, ну, учился я, в принципе, там тоже не очень. В 87-м. Ну да, ну молодые же были, да. В милицию попал. Да. И через это, короче, отчислили. Я обратно туда, в совхоз, приезжаю, и там, ну, восстанавливаться через год. Сказали, приезжают в деканате. И в милицию попал, тогда даже строго был в советские времена же, как говорится, моральный облик советского студента, видать, нарушил я. И отчислили с 3-го курса, получается. Где-то приезжаю домой, ноября, да, где-то, да, в ноябре, в начале ноября приезжаю, и, как сейчас помню, 17 ноября приказ это взять кадровым охотником совхоза Сардана. Ну там, как полагается, лошадь выдали, сани, карабин кавалерийский вот этот, Мосин, тозовку, пешню дали. Ну, как батьян у меня был.
И все, начал потихоньку хозяйством обзаводиться. Там этих понаделал, мордушек понаделал. Надя, ящик капканов, вот тебе лыжи, короткие, длинные лыжи. И давай, как говорится, это план пятилетки выполнять по пушнине совхоза. Так вот. А потом, да, 92-й, на следующий год восстановился. И заочно восстановился. Ну, в те времена, ты видишь, жизнь-то это самое. Ну, этого как приехал с этого. Ну, я же жизнь повидал, ну, людей повидал, как живут, получается же, да. Это с деревни поездил, до этого что-то внимания не обращал. Домой захожу, это прадедовский шкаф стоит, стол стоит, вот прадедовский, скамеечка такая деревянная тоже, прадедовская. А, ну вот трильяж подарили, короче, вот это зеркало, трильяж, это городские родственники. Вот это, ну, он стоит и все. Серван как, серван этот, короче, и все, дома шаром покатить. Кроме меня еще 2 парня и этого сестренка. Я смотрю, как живем-то. Посмотрел, затылок почесал. На зарплаты я не ходил, короче. Ну, зарабатывали хорошо это. Как директор совхоза смеялся. У вас, говорит, средняя годовая зарплата получается 900 рублей, говорит. 6 месяцев, короче, вот охотимся. До сезона 10 дней дают, и после сезона 10 дней. Это, 6 месяцев отохотимся, отгулы, короче, вот эти вот, и все лето топорами машем, строительные бригады. Чисто вот охотники, короче, строительные бригады. Нас там 5 человек было. 4 было. 4-5 человек. Состав, как говорится, менялся. Ну, не сильно менялся. Охотники есть охотники. И все лето там строили. Там этот коммудал построили, Балаганахе там домов понастроили для работников совхоза. И вот топорами махали. И зарплата такая хорошая, но я зарплаты не хочу. Мамка пойдет, там получит, радуется, видать. Понакупаться там, обставляться начали. Это, ну, приятно. Так вот. А потом в 94-м получается. Что-то замдиректором совхоза был по производству. В 94-м, что-то, да, администрация, исполняющая обязанности администрации. Отопительный сезон протащил. Это 93-94 год. Вот этого меня хватило на всю жизнь. Ой, как с людьми, оказывается, работать тяжело. Я это понял тогда. Ну да, как говорится, сколько мне там лет было? Ну, 30 не было. Это, считай, 94-66 года я рождения. Но это для молодого, ну, это не этого человека, короче, для плеч-то непосильная ноша, видать, была. Сломался я там. Как говорится, инвалид руководящей работы. И после этого, ну, вот как раз однокурсник, это Николай Дудухов, он в этом Сахабулте работал. С ними что-то встретились. Исполняющий обязанности протащил. Этот сезон кончается 14 мая. И 14 мая, короче, это заявление главе района. Тык. И ушел. А вот это Николай Дудухов, тут, говорит, в Алдане, говорит, человек нужен. Ладно, говорю, год кончится, с Нового года, говорю, приму, а до этого, говорю, вот у себя там охотиться буду. Это, ну, с Нового года, короче, в Алдан поеду. Договорились так. И потом, короче, с 94-5 получается, в Алдане. И до этого тут, когда вот штатным охотником, ну, кадровым охотником совхоза был, наш совхоз отдана. Мы тогда уже отделились, а Курбусавский совхоз стал, а угодья там маленькие, только одна андатра и прочее, да. Пушнину там, это как его, ну, цена там маленькая же. И вот нас, короче, Курбусавский совхоз, специально совхозом Учурским договор заключили по выделению охотугодий, короче, и нас туда Кутану забрасывали, совхоз Учурский.
И там сколько лет я охотился. Ну, несколько лет охотился. Заболевали, короче. Так вот, ну, пушнину, короче, добывали. Так хорошо поохотился, там с людьми пообщался. Многому у них научился. Там охотники старые были. Эти, как его, Мартынов, Николай, Трофимов. Они, короче, очень многому научили меня. И это так. Ну да, сюда Валдан. Тогда еще Газпромхоз Южно-Якутский был. Потом охотуправлением стал. Я там и вот работал. Вроде до какого года это получилось? Пока на Сахабулт не перевели. Сахабулт, короче, нас товароведами перевели. Пушнину принимали. До 11-12 тысяч заготавливали соболей. Это, ну, на Сахабулт поставляли. Отработали, потом 15 лет исполнилось Сахабулту. После этого я ушел оттуда, в совхозе здесь, в Алданском, тоже сезон. Вот охотоведом проработал, и вот в рыбнадзор сманили. Рыбнадзор. Там 5 лет, федеральная служба, рыбнадзор. 5 лет в рыбнадзоре отработал. Оттуда уже Антонов госохотохрану забрал. Да когда, получается, ну, уже сейчас сразу не скажешь, вспоминать надо. И вот с тех пор госохотохрана и нас оттуда, как департамент упразднили, дирекцию биологических ресурсов перевели. Ну, можно сказать, по специальности работаю всю жизнь. Так вот. А до такой жизни дошел из-за того, ну, волков-то ловить начал. Я что-то до этого не сильно с ними связывался. Ну, как тотемные животные, прочее, у него, ну, в основном по пушнине же работал. А вот госохотохраны, когда работать поступил, тогда я поступил. 2010-е годы где-то. Там, короче, вот очень большая проблема с волками же была в республике. У нас и по району там. Вот, например, Верхняя Амга, здесь поселок, если мы сейчас в Амге сидим, да, 110-й километр от поселка. Верхняя Амга. Вот с Верхней Амги, это 94-5 годах. Это вниз по течению до той Даха. Так на Дахе Сидоровы стояли. Здесь Ивановы, там Кривогорницыны Ивановы, еще выше Кирилловы, и на 18-м еще совхозовское стадо было. Отделение совхозовское было. Ну, я так посчитал, короче, как-то проплывал. 520 оленей стояло. Вот на этом отрезке. Это где-то 160 километров получается, да? Не, подожди, 140? Ну, 160 километров. Вниз по течению, короче, поселка Верхняя Амга, вниз по течению. 520 оленей стояло. Плюс-минус там десяток. А потом буквально за 10 лет не прошло. Это где-то уже 2005 и прочее. Уже здесь последние олени. У Кириллова последних 16 он забил. Вот здесь последние, короче, да, 12 штук было, что ли. И бесит. Тоже на следующую осень не пришли, уже все, кончились. Сейчас ни одного домашнего оленя не осталось. Ну, я же постоянно взад-вперед езжу, с этими общаюсь, разговариваю. И как-то вот включаю рацию. Обычно днем-то не бывает. Часа 2 включил. Ну, дед, короче, видать, маленько подпил. С соседом разговаривает по рации. И спрашивает, как у вас олени. А у них там, да, последние тоже, ну, 20 не было, оленей было внизу, у Птицыных. Спрашивает оленей там, тут про оленей рассказывают, у этого старика аж голос дрожит такой. А я тоже, говорит, сейчас без оленей остался. Вот когда живые были, говорит, я на них ругался, говорит. Там типа то не вовремя придут, то не вовремя уйдут, короче, вот так вот ругался на них, говорит. А сейчас, говорит, сижу и там это, ну, плачет, сидит по рации, короче, рассказывает.
ну, подпивший, пьяненький. Но все равно, что на душе, вот это же выливается. Старикова слезы. Это меня что-то тронуло. Ну, и потом что-то, ну, надо взяться. Ну, ладно, на всех же охотился. На всех зверей же охотился. Ну-ка, надо их попробовать. Это где-то в каком-то 2010-х годах, наверное. 9-х, может, 8-х годах. И взялся, ну-ка попробую. А тут как раз год такой получился. Снегу много было. В верховьях, видать, снегу сильно много. И вот стая, короче, 9 штук. Не, я с них 9 взял. Их 10 было. Ага, вот один ушел. И один какой-то прибылой за ними еще. Ну, следом бегает, шакалит за ними. Остатки добирает, какой-то родственник, видать. Не убивают, не выгоняют. И это, ну, 11 штук, короче. Ну, буквально в маленьком отрезке. Ну, считай, от меня до Николая Ивановича сколько, 20 с лишним километров, да? И вот на этом отрезке, короче, 7 изюбрей лежало. Прямо на льду. Задавили, короче. Видать, их, короче, тоже снегами сверху на это выдавило. Танкатигар, на ельнике-то, вдоль ручьев-то. Выдавило, видать, их. И волки их там как начали крошить. 7 штук там валяли. И давай что-то я затылок подтесал. У меня это вот до Анатолия Павловича. Толя, говорю, дай капканов. Есть у тебя волчьи капканы? Он 3 штуки мне приволок. Ну, это как его, боброловы или как их называют. Ну, такие как. Вот такие вот у них пружины были. Взял я эти капканы, 3 штуки. Ладно. А потом что-то... вот Олег Петрович Местников заехал. Он с Ахабулте так и дальше работал. Я-то в Рыбнадзоре уже был. Он как-то заехал. Я ему говорю, волчьи капканы можешь мне привезти, говорю. Да, говорит, привезу. Я тебе, говорю, соболя отдам. Ну, хорошего соболя отдам, говорю. Ну, ладно, говорю. Тут следующим рейсом мне 4 капкана приволок. Я-то в отпуске до последнего дня используешь. Там почти 2 месяца в лесу и сижу. Он мне 4 капкана приволок. Говорит, сдачу еще хотите считать. Ладно, говорю, еще 20 литров бензина, говорю, дай мне. Этого канистру бензина еще забрал на сдачу. И 4 капкана за одного соболя взял. Соболя хорошего отдал. Седина даже была. Такой здоровый котяра. И 7 у меня капканов. Ну-ка, ребята, думаю, займусь я вами. А петель вот этих вот накупил. Ну, это китайский трос-то, 3-ку-то взял. И давай, занялся я ими. Ну, и до весны их сколько? Ну, 9 штук из них переловил. Все этих. Куда-то уходят, но быстро возвращаются. Где-то, видать, это снегу до хрена. А тут, ну, это, задавленные лежат. Кормиться ходить приходят. Ну, я там устроила Армагеддон этой стаи. Потом, ну и так начал, короче, потихоньку заниматься. И по работе получаю, по профилю, как раз госохотохрана перешел. И тут там вой стоял по всей Якутии. Там лошадей, тут оленей, всех прикончили, 5-10. Община орут, меры принимайте. А ты принимаем меры. Типа, давай охотиться на. Ну и, видать, не сильно-то занимались и сидели, ждали там, когда вертолет пролетит, там, чтобы вертолет пролетел. Ну, единицы занимались. Но Виктор Петрович Карамзин, он тоже, кстати, меня очень многому научил. Очень мудрый старик, наш сенсей, можно сказать. Не, так и есть сенсей. И это... Заниматься этим делом начал, а потом вот Алик приехал, Альберт Аркадьевич, это двоюродный брат моей жены, тут приехал. И тут начал, короче, с собой эту таскать камеру. Есть поверье такое, там типа зверя увидел, не стрельнул, значит там типа в следующий раз баяна не даст, боженьки не пошлет, типа, да? А тут сколько их колотить-то можно? Да ну встретил, что, всех валить подряд, что ли?
Тут побаиваюсь все тоже, что баянать уже посылать не будет. А ладно, думаю, камеру возьму. Не зря, думаю, вот эти вот первобытные люди фотографии боялись же. Ну вот, типа, ну и это. Так, стрелять не надо, заснял. Стрелять не надо, заснял. Так вот и снимать начал, и что-то это накопилось. И тут как-то он заехал. Ну-ка, думаю, телевизор включили. Телевизор воткнули, вот это. Сколько-то просмотрели. Давай, говорит, мне я их YouTube выложу, дневник Айвенко там сделаю. Говорит, ну давай, говорит, только это без особых таких моментов. Ну, чисто по волкам. Давай. Ага. И давай, короче. И он это вот выложил. И задача такая стояла, как говорится, как действующий охотовед, короче. Как какая-то, ну, чтобы люди смотрели и вот учились, и на меня посмотрели, он ловит, что я не поймаю, что ли, типа, да. И, ну, что, вот на этой сыграть, чтобы борьба с волками пошла, короче. Ну, сейчас давят ее, ну, это уже не везде и не пустят мои волки, типа. Ну, ладно, да, веселись, сколько хочешь. Так вот. И так и пошел этот YouTube. Это для работы было сделано. Не для того, чтобы там, у меня и в мыслях не было там деньги на этом зарабатывать или что там. Мне хватит. Было бы здоровье, остальное заработаем, как говорится. Так вот. Я рвусь к тебе всеми мечтами, а ты за 1000 верстами. Где даже черт сломает ноги, да и не время встреч пока. И как ни странно, от природы я раб рыбалки и охоты. Дарусь тебе душой и телом, пока вокруг стоит тайга. Над гиркой морозный стелется туман, колючий ветер с трещоткой бродит по кустам, а перед взором город, король Байкала, все то, о чем я так мечтал. И вот я рвусь к тебе сознанием цели, пока вокруг тумана верю, все заметет, закуролесит, под звуки вьюги в декабре ловлю мотивы за стеною и обмороженная рукою почеркаю эти строчки, все посвященные тебе. Над гиркой морозный стелется туман, колючий ветер с трещоткой бродит по кустам, а перед взором стоишь мой город, король Байкала, все то, о чем я так мечтал. Настанет миг счастливый, когда пройдусь неторопливо по этим улочкам старинным. Я отгораю до моста, а встреч с друзьями счастлив тоже. И улыбаюсь я прохожим, а по ночам боюсь я все же, что подкрадется вдруг тоска. Над гиркой морозный стелется колючий ветер с трещоткой бродит по кустам, а перед взором